Здравствуйте, друзья! Сегодня начну ролик с приятных новостей о счастливчиках, которые уехали домой. Сразу скажу, за январь пристроены 8 собачуль. Это активная работа по пристройству. О некоторых рассказывала в январском ролике, и сегодня еще о двоих. Это хаска Майя, которую нашли в Якутске замерзающей на остановке. О ней я вам рассказывала. Думала, спасаю серого щеночка шестимесячного, уж очень худенькая, свернулась она калачиком в первые морозы осени. Мне ее показали в 4 часа ночи, когда я спала, и спросонья произнесла «спасаем», не особо разглядывая. А оказалась хаска. Честно говоря, даже напугалась, когда разглядела ее днем, кого же я решила спасать. У меня же хасок не берут передержки, и без хасок воя хватает. Спасибо большое Эстонии и девочкам там, которые нашли ей семью. Вот там им хорошо. Есть где бегать, радоваться жизни, а не сидеть в вольере. Хаски не для вольеров. Девочки, спасибо вам огромное. И спасибо тем, кто поддерживает нас до пристройства. Как приятно видеть, как их там встречают, как ждут, как радуются собачкам, приехавшим, и какие они там счастливые. И лабрадорша Белка. Ее в зиму привязал хозяин на опустевшей даче в Якутске. Выживай как хочешь. Снег, мороз, голод и цепь. Спасли ее тогда. Привезли к женщине, которая болеет. А вот от нее уже забирали в Москву. Прожила у нас 3 месяца. Вот эта Белка тоже уехала в семью. И живет сейчас в Швейцарии. Там красивый летом участок, летом пришлют всю красоту. Единственной любимой собакой. И уже занимаются ею вовсю. Собака счастлива от такого внимания, улыбается, все хорошо у нее. Спасибо большое человеку, который нашел такую замечательную семью, помог с организацией такой непростой дороги. Спасибо, друзья, всем, кто помогает со сборами на титры. Титров много не бывает. Чем больше мы собираем на эту статью расходов, тем у большего количества собак появляется шанс быть выбранным. Поэтому нам всегда нужна ваша помощь, друзья. Последнюю неделю мы покупали корм. Все сборы, все собранное распределила по передержкам. Где собак мало, там по 30-40 тысяч. И это на 2 недели. Одна уже прошла. Где собак около 100, там закупили тонну на 100 тысяч. И здесь хватит на февраль. Акцент делается на корм, потому что голодные собаки, да еще в мороз, лают. А этого делать нельзя. Соседи не позволят. Поэтому корм во главе всего. Чем больше сборов, тем больше покупаем корма. Выкроила только на оплату лечения Луны еще 50 тысяч. И ранее оплатила 80 тысяч. Это со скидкой 20%. Еще остается долг 150 тысяч. Друзья, мы не можем держать собаку и далее в клинике, не можем по финансам. Собаку надо забирать на передержку с медуходом. Это будет дешевле, чем в стационаре, всего 20 тысяч в месяц. Конечно же, никто в Большой Москве не откликнулся взять хотя бы на 1,5 месяца, кроме одной женщины, за что ей спасибо. Но, чтобы забрать из клиники, надо оплатить долг. Обращаюсь к вам с просьбой, помогите, пожалуйста, собрать на лечение. Врачи сделали невозможное, сотворили чудо, не допустили сепсис. Правильное лечение и обработки позволило ранам хорошо затянуться. Кожа реально отлично приросла, ведь висели лохмотья кусками. Сейчас все стянулось, раны уменьшаются. Собаку теперь надо только держать в чистоте, в тепле и обрабатывать 1 раз в день. Я попросила, и они прислали обучающую процедуру самой обработки. Показываем вам в сокращенном виде. В первую очередь мы снимаем все бинты, которые были до сих пор повязки. Берем раствор тепленький в районе 40 градусов и это все промываем. Что делаем? Просто мы обильно это все смачиваем растворчиком. И все берем, все вокруг вытираем. Марлевыми салфетками, то, что у нас есть в клинике. Но они обычно продаются и в обычных человеческих аптеках уже готовы. И также делаем и с раной, которые есть на горле.
Все вытираем, чтобы не было никакого эксудата, никаких корочек. Вот здесь ранка. Также берем и вытираем это все. Для раны, которые у нас находится на локте, мы используем такой гидроклин. Мы используем. Туда его закладываем. Берем марлечку чистую. Вот так. Ставим сверху. Эта часть снизу, это сверху сразу контакт с раной идет. И вот так прикладываем. И сверху будем сейчас наматывать бинтом первый. Остальные раны идут уже на обработку с гелем. Крутим, крутим и в определенных моментах просто делаем такие вот развороты. Все, здесь остановились пока что. Следующее, что мы делаем? Мы берем марли, такие же чистые, и такой гель Протосан. Открываем его. И хорошенько их смачиваем этим гелем. Вот так. И это все накладываем на голову. Этот гель, чтобы был контакт с раной. Опять. И на горле также это все делаем. Дальше уже по интуиции это все берем, начинаем заматывать. Какой-то инструкции именно для заматывания нету. Вам нужно просто попытаться зафиксировать это все на шее и на голове. На шее пока что сейчас ничего не ставили. Сейчас сначала сфиксируем здесь на голове, фиксируем все. И потом будем разбираться с шеей. И сверху что мы используем? Мы используем такую вот повязочку. На повязку ставим только первый слой нанесли, чтобы зафиксировать. И ставим вот такой пакетик. Для чего он используется? Для того, чтобы не было сухие эти раны, не высушивались. Возьмем сейчас марлю, также туда будем с гелем и туда все это закладывать. Сверху на этот простой бинт мы используем вот такой бинт еще. Он фиксирующий бинт, но он не натягивает. Но все равно не надо, даже когда мы будем закручивать это вокруг этих всех ран, не надо сильно стараться, чтобы его натягивать. Также просто сверху проходим этим вот всем бинтом. У шеи, здесь, вокруг груди, и также немножко здесь зафиксировали также вот этим бинтом сверху. И в принципе все, это наша отработка раз в день. Друзья, нет возможности разлеживаться там задорого. Надо срочно забирать и везти к той единственной женщине, что откликнулась. Но помогите оплатить стационар. Лечение месячное в клинике. Остаток остается 150 тысяч, его надо оплатить, а также оплатить передержку с медуходом. Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите. Сейчас это первостепенное. Надо оплатить Луну и ее лечение.